This episode is supported in part by CuriosityStream. Каждый день, вероятно, тебе приходится делать хотя бы одну вещь, которую ты не хочешь делать. К примеру, закончить скучную проектную работу, снова пойти в спортзал, или же держать диету, когда ты просто хочешь целый день смотреть Netflix, поедая Doritos. Долгосрочные цели требуют такой же долгосрочной мотивации. Но, как и люди, мотивация — сложная вещь. И понимание большего о науке и о мотивации поможет тебе сфокусироваться как на работе, так и дома. Я Ванесса, и вы смотрите Braincraft, где мы изучаем психологию в ежедневной жизни. Психологи разделили мотивацию на два типа – внутренняя и внешняя мотивация. Внутренняя мотивация – это когда вы движимы по своей воле. Вы делаете что-то, потому что это весело, интересно и значимо для вас. Внешняя мотивация – это когда вы движимы внешними факторами. Вы делаете что-то потому, что вам за это платят, вам сказали сделать это, или вы получите и думаете, что получите хороший отклик от других за свою работу. Звучит, будто внешняя мотивация действительно эффективна. Типа, что может быть лучше, когда тебе дают деньги. Но многие исследования показывают, что это не так. Люди, движимые внутренней мотивацией, более склонны не забрасывать свои долгосрочные цели. Исследования показывают, что внутренне мотивированные люди вероятнее всего продолжат тренироваться, или бросят курить, или же покажут хорошие результаты в школе, чем те, которые движимы внешними факторами, как комплименты, деньги или похвала от учителя. Фактически предоставление людям таких внешних мотиваторов, как деньги, может помешать творческому мышлению, ухудшая их в задачах, требующих решения проблем и нестандартного мышления. И так как мы, благодаря науке, можем увеличить нашу мотивацию. Во-первых, выясни, какая у тебя внутренняя мотивация. Что тебе нравится? Что для тебя интересно и значимо? Позволь внутренней мотивации руководить тобой. Допустим, ваша цель – это больше тренироваться. Скорее всего, вы будете продолжать это делать, если вы будете делать те упражнения, которые вам нравятся. Так что оставьте скучную беговую дорожку и попробуйте себя в уроках танцев, или вступите в волейбольную лигу, или поиграйте в фрисби с друзьями. Исследования также показали, что люди, которые считают тренировки веселыми, а не просто физическим упражнением, с меньшей вероятностью компенсируют тренировки закусками или десертами. Так что на самом деле есть множество способов, которые веселыми физическими нагрузками смогут улучшить ваше здоровье. Возможно, будет сложно вычислить внутреннюю мотивацию на работе, но попытайтесь сфокусироваться на том, что вам нравится в вашей работе. Может, ваша компания работает над проблемами, которые вас беспокоят. Или же вам нравится помогать вашим сотрудникам или иметь возможность решать проблемы. Фокусируясь на таких мотивах, вы можете помочь себе пройти через особенно скучные и сложные задачи на работе. Все еще проблемы с мотивацией? Тогда скажу, что мотивация заразна. Можно мотивировать себя, окружив себя внутренне мотивированными людьми. В одном исследовании студентов обучали два инструктора. Первый был добровольцем, то есть внутренне мотивирован, второй был оплачиваемым, то есть внешне мотивирован. Студенты, обучавшиеся у добровольного инструктора, проявляли большой интерес и упорство к деятельности, что означает, что мотивированная среда влияет на нас. Поэтому, если у вас проблемы с мотивацией, возможно, пришло время пойти в тренажерный зал, учебную группу или коворкинг-центр. В конце концов, мы не можем обмануть свой мозг и постоянно быть мотивированным. Но, следуя своей внутренней мотивации и окружив себя такими же внутренне мотивированными людьми, мы можем увеличить способность управлять и придерживаться наших долгосрочных целей. And if you want to surround yourself with intrinsically motivated people, there are a lot in Return to the Moon. You can see it on CuriosityStream, who are the sponsor of today's episode. They're a subscription streaming service with more than 2,400 documentaries, non-fiction titles and originals for you to watch. Unlimited access starts at $2.99 a month, but for Braincraft viewers, the first 30 days are free if you sign up at curiositystream.com/Braincraft and use the promo code Braincraft. Thanks, everyone.